Чуть не утопила меня. Раз, два, три, ныряйте. Ну что, ребята, хочу сказать пару слов. Сегодня вот у нас очередные покатушки. Сегодня выезжаем на природу. Будем смотреть на лодку. У нас Вашка 7 метров. Сделали ее под водомет, тоннель. Будем испытывать его по полной программе. Также будет другая лодка. Вашка 5-метровая. Это будем уже испытывать на винте. И возьмем с собой еще аэролодку. Это длина лодки 4,4 с поддувом. Тоже мы вам покажем. Мы, конечно, на ней уже очень давно катаемся. Уже почти сколько там, больше полугода уже с той осени катаемся. Но сейчас мы вам просто продемонстрируем, как она вообще ходит. Все его показатели. Очередное испытание наших лодок, да? Что скажешь? Что скажу? Я вся в предвкушении. Да? Ну ты Да. Старая рыбачка, ну старая и это. Старая. В плане того, что уже у тебя большой очень опыт. Держим, Коля. Всем привет! Сегодня представляем мы вам лодку 4.40. Она с нагнетающим двигателем, с поддувом, о которой мы вам говорили, что поддув мы уже катаем почти год. То есть всякие моменты: зима, лето, осень, весна. Именно эта лодка прошла самый большой испытательный круг, так скажем, вот, во все времена года. Сегодня мы еще раз хотим вам показать ее, так как летних у нас съемок не было. Сегодня благоприятная погода, ветра нет. Технические характеристики еще раз вам покажем. Эта лодка оснащена нагнетающим двигателем 7 лошадиных сил. Маршевый двигатель у нас Ланчин 30 лошадиных сил, двухлопастной винт. Ну а теперь что, заводим лодку, прогреваем винты, как говорится. Вперед! Снимай его, что вдвоем садятся сразу. Вообще хорошая динамика, 2 человека, вот они. Ну все, лодка прямо летит, идет на глистере. Ну, лодка просто летит. Лодка 4.40 с поддувом, маршевый двигатель Ланчин 30.
как красиво идет. Идет просто чудесно. Очень красиво. Тут рыбаки подъехали. Мы сейчас им рыбку немножко тут попугаем, конечно. Но ничего страшного. Ну вот, наша группа поддержки. Ребята, ну что, скажите пару слов, как вам лодочка? Как настроение вообще сегодня? Скажи, Серега. Хорошая. Да? Погода классная. Погода классная. Работать не надо, да? Сегодня мы на природе. А мы как не работаем? Отдыхаем, да? Мы творческим процессом занимаемся. Вот, все слышали об этом, да? Вот, так что, ребята, кто хочет также заниматься творчеством, приходите к нам, в нашу компанию. С удовольствием вас всех примем. Главное, чтобы у вас руки росли с того места. Имейте это в виду. Заходит поворот на полном газе, на полной скорости. Также будем испытывать твои произведения искусства, да, это лодка Вашка с тоннелем под водомет 7 метров. Ну, мы его такой пока еще ни разу не делали. Вашку делали 5-6 метров под тоннель универсальный, а это сделали под водомет. Сегодня 18-й Тахацу поставим и на нем тоже покатаемся. Пятерочку, да, вот Вашка пятерочка под винт, мы ее тоже с ним никуда не ходили, так что вот сейчас вот покатаемся на нем сегодня, покажем вам. То есть, ну, это лодки, ну, можно сказать, что это уже наши легендарные лодки, о них уже знают в республике, за пределами республики. Так, ну что, ребята подъехали, давайте мы сейчас у них спросим, как они прокатились, какая у них была скорость. Ребята, ну что, как проехались? Коля, это что, выйдете, нет? Или так скажете? Тепло, Пару слов. слушай. Да? То есть, ну, не дует, да? От этого мотора вообще тепло тут. Да? Да. Вот, как вообще вот вам лодка, как он на ходу? Пару слов от ваших ощущений. Сколько пробежался он, сколько поднимали скорость? 44, 46. 2 человека это, да? Человека, вот. Это по глубокой воде или там мель, или как вообще? А тут как-то везде, наверное, глубоко, я не знаю, мель тут не видел я. Да. Вот. А так, вот, кстати, вот с тентом достаточно комфортно. Не дует, и от этого двигателя, от поддува еще и тепло идет. Да? Ну вообще отлично Нет, получается. тепло вообще в машине, вот реально. Да? Да. Комфортно едешь. Очень хорошо. Угара нет, то, что вот выхлопную вывели под днище. Угу. Вот, как бы нормально вообще. То есть угарных газов не чувствуется вообще. Угу. Ну очень хорошо. Лодкой вы довольны, нет? Отличная лодка, почему нет? Отличная. Сейчас будем крутить еще, да, по спидометру, чтобы... Да, сейчас попробуем еще. Мы это. с него выжимали 60 км в час, правильно? Да, в одного человека одного 62 или 64, я Да. вот не помню, мы по воде ездили. А сейчас ты сказал 45, да? Ну, то она прыгает, спидометр 44-46 туда-сюда вот. Ну, сейчас на пески выйдем, попробуем еще покрутить винт, потому что, видишь, эта лодка у нас настроена под зиму, условно говоря. Так. Согласен. Еще хочешь прокатиться, протестировать здесь или на этом пока все? А не, на этом все, что на пляж туда выйдем, чтобы удобно было покрутить винты. Как тебе обзор вообще? Как темп? Слушай, Сверху, обзор вообще сбоку? великолепный. Да? Вот, конечно, вот сейчас с тобой разговаривать, вот это Неудобно, да? мешает, да. Разговаривать я же не Ну, а буду. так вот, ну, а так вот я могу в целом вообще обзор просто, ну, шикарный. Ну, просто ты видишь все вокруг себя. Да? Да, да. Ну, вообще очень хорошо. То есть вот это стеклянная у нас клапаны верхние и вот угловые вот эти окна, это хорошее решение. Хотим вам показать нашу лодку. Это Вашка 5 метров. Мы ее катали на тоннеле. Сейчас поставили винт 9,8. В общем, посмотрим его грузоподъемность, скорость, все технические данные, как она себя ведет на воде. Сейчас вам все это покажем, все увидите, как на самом деле себя лодка вот это вот поведет. Скрывать там на самом деле нечего. 100% отзывов этой лодки, они положительные. Это просто лодка-бомба. По маленьким речкам, по мелководью она просто ведет себя отлично. Эта лодка предназначена не для больших рек, не для таких рек, как Оби и Енисей. Для Оби и Енисея у нас есть другие лодки. Эта лодка для таких, как Вычегда, Сысола и более маленькие речки. Так что смотрите, сейчас вы все увидите сами. Еще сегодня у нас сегодня тест вот этой лодки. Это Вашка 7 метров с тоннелем под водомет. Сегодня у нас мотор будет 18 лошадиных сил, водомет. Мы его будем тестировать, его грузоподъемность, его скорость. В общем, все технические данные и как себя эта лодка будет вести. Это Вашка 7 метров. Она
она такая экспериментальная. Обычно мы важку делали до 6 метров. Но тут захотелось нам посмотреть, протестировать, как она пойдет на 7 метрах. В общем, смотрите сами. Сейчас также вы все увидите. Мощности мало? То есть 18 водомен для него, короче, маловато, да? Ну, идет хорошо, ходит. А? Он не обгоняет тебя? Да? Я газ вообще хорошо сразу набирает. Мотор у нас здесь 9,8 на пятерочке. Ну, она чувствует себя уверенно. Повороты делает, кружится. Мотор можно отпустить еще немножко, чуть-чуть вниз. Ну, в принципе, он чем выше, тем лучше даже.
Лодка очень идет уверенно. Прямо чувствуется. Ширина дна лодки 1 метр. Вот ребята там на той стороне тоже катаются. Но они на водомете 18-м. Сейчас мы попробуем. Я попробую с этим прокатиться. Смогу я их догнать или нет. Да нет, тут я не скажу, что здесь мелко. Тут глубина где-то метр-то есть точно. Ребята здесь остановились. Видимо, здесь у нас сегодня будет база. Откуда мы... Так, едем. На мелкой воде там проехались. Нет, она очень хорошо себя чувствует. Посмотрите, вот я специально еду с виражами, она вообще очень хорошо идет. Просто замечательно. Ребята нас снимают. Пару слов хочу сказать, что лодка идет очень уверенно. Да, ну вообще боязни нету, что ты на ней как-то повороты заходит вообще очень классно. Она все-таки пошире, чем Йолва 6, и вот чувствуешь вообще уверенность в нем. Спокойно, вот 9,8 для него это вообще, ну как, можно спокойно грузить до пятерку, до 20 сил, лошадиных сил спокойно можно грузить. Я думаю, что и будешь чувствовать себя очень комфортно везде. И скорость у меня была максимальная 28 км в час, 27-28 вот так скачет, да? Так что, друзья мои, вот такая у нас лодочка. Обращайтесь, будем для вас делать. И будете всю жизнь радоваться. Она не прихотливая, то есть, ну, это ПНД. Она сделана из 6 миллиметров, она легкая, устойчивая. Сейчас мы еще сейчас туда поедем и покажем ее устойчивость, да, ставим на один борт. В общем, сразу все вам покажем. Смотрите. Вот такая вот природа осенняя, ну просто красота. Почаще выходите, выбирайтесь на природу. Вот мы решили сегодня с компанией сделать такой выход на природу, да, совмещаем с тестами лодок, с обзорами. В общем, я очень рад.
все классно. Ну вот ребята тут уже разжигают костер. Сейчас будем, скоро приедет нам картошка с салом. Быстрой картошкой сейчас пойдем рыбу ловить. А что, взяли рыбу-то? Этот, спиннинг? Нет. Мы А будем чё? по дедовским руками. По дедовским старым способам? Сейчас я тут наточим, ветку и будем ловить ее. Да, гарпуном. Ну, просто красота. Что еще надо? Нам нужно почаще выходить, Серега, да? Да, раз в неделю стабильно по понедельникам. Раз в неделю. Вместо и планерку устраивать здесь на природе, Да, правильно? Да, и всем будет весело. Зинаида, как считаешь? Согласна, поддерживаю. Серега, Прям. Николай Иванович. Ну все, в общем, В следующий раз уже с палаткой. ребята едут. Лодка идет очень красиво, вообще сказка. Скорость такая хорошая. Че, Серега, такую же хочешь себе лодку или что? Коля не приехал. А, нету Коли, да? Че, Коли в салоне нету почему-то. Петя, что ли, там горцует? С Петей надо быть аккуратнее.
себя просто замечательно. Сейчас еще раз кружочек сделаем. Покажу я вам, ребята. Слади, поехали. Скорость у тебя какая? Вперед. Считай. Все, поехали. Ну, не сразу скорость, вот тут должен поснимать, что хоть кто здесь 2 человека, что Газпол! Только меня не все бомки. выйдем нафиг напрямую. Полный. Берег у меня. Ребята, куда по ней едешь? Это ж не аэролод. Убьешь, даже сало жареного не поем нафиг. Я гусала купил, не довезу сало, убьет меня нафиг. Вот так вот мы испытываем наши лодочки. Это что, вы с разбаху заскочили, да? Так, ну что, прокатились. Сейчас пойдем что-нибудь перекусим. Вот лодочку так вот. Лодка сегодня у нас вместо стола. О, да тут гостинцы, слушай. Что, Бог послал или что? Стол сегодня у нас шикарный. Серега, пару слов. Что, слюнки текут, что ли? Побольше лавок и в 2 этажа. Хлебываюсь слюнкой. Коля, ты картошку привез? Где картошка сала? В кармане? Нет, вон. Где? А что, оно само прыгнет туда, в костер или что? Или кто-то поможет? А, здесь. Запретное есть? И сразу все погрустнели. Как все хорошо начиналось.
что, по палкам покатались или что? Нет, не попали, потом хотели по этой стороне пройти. Там вообще воды нету. Вот так. Да. Короче, не получилось Тут кружок обратно сделать, нет. да? Ага, ну Там по, очень- по- там по очень показателям что-то еще выявили, нет? Там воды нет. Всё. Всё как обычно. Да. Ну, она большая, что там. То есть, ну, длина ее Длина вытаскивает тоже. устойчивая, все, и груза, все. Легко выходит. Мгм. Ничего больше не надо делать, выдумывать. Ну, отлично, очень хорошо. Но обороты вот это самое понизились, скорость повысила. Сейчас еще немножко, пару градусов попробуем сделать. Как прокатился? Что вообще твои? И опять зарядка села. Опять. Ну слушай, она динамичная пошла. Ну, вот этот брезент, конечно, придерживает ее. Я сейчас попробую без брезента. 54, да? По глубокой. Ух, как вкусно. Опа. Мы уже кушаем, да, ребята? Это завтрак только. Ну, давайте немножко перекусим, пообщаемся, да? Обсудим, как у нас тут дела идут. Вот так вот, ребята, они жарят сальцо. Ой, вообще, картошка там печется. Сало, картошка. Ну, в общем, кайф один. Природа, красота.
Серега. Коля, скажи, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Вкусно кушаем. Вот чаем приходится выпивать. Не по-народному, Но, тем не менее, но тем не менее выезд за рулем надо быть. скажи, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Так, а мы посмотрим, у кого лучше получится. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Что, Коля? Че? Картошечки, да? Ой, печеная картошка. Сколько лет мечтал о ней, наверное, да? Дома ты печешь, нет? Ага. Каждый год? Да. Ну, молодец, слушай. Вкусная. Сейчас скажи, хорошо жить. Это жить хорошо, а хорошо жить Хорошо еще лучше. жить. Давай, скажи. Давай, давай. А что, сейчас кадр будут хорошие, давай, скажи. Коля, скажи, жить Да-да. хорошо, хорошо жить еще лучше, давай. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Вот самые ответственные люди. Не, ну казанку бы так не вытащили на берег. Конечно, нет. Вместо столика. Ну, это у нас длина казанки, да? Длиннее даже казанка, да? Вот, ну, просто взяли ее, подняли на берег и вот сделали. Один человек вытащил. А что, снимали, как затаскивали, да? Не знаю. Смотрите, ребята, как Петруха один тащит лодку. Это важка 5 метров, загруженная там продуктами питания, с мотором. Ну, то есть вы видите сами, как легко ее можно таскать. Одному человеку. У него вес 45 килограммов. Да, Петруха? 45 килограммов, так что... Тяговая сила, как у буйвола. Да, тяговая сила, да, вон как правильно говорят. Тяжеловоз, буйвол. Так что вот так. Ну что, поехали. Самый большой состоял самого маленького. Тащил. Ну, это как его, битый не битого везет называется, да?
Гоночки идут. Коля, поближе к цели. Идем против течения. 4 человека. Стабильно 23 километра, 24 километра в час. Надо было там остановиться. Ну, отлично. 4 человека, 26 километров в час. Как-то вот так вот, ну, скорость хорошая. На эту лодку можно ставить моторы просто помощнее. Там 30, 35 лошадей, 40. Коля, скажи пару слов. Вот на Вашке 7 метров. Какой мотор, вот, на твой взгляд, самый такой будет хороший? 30 лошадей. Самое то как раз. 30 лошадей ты имеешь в виду водомет или... Водомет. Водомет, да? Грузоподъемная, устойчивая. Доход хорошая. Вот еще одни туристы едут. Ну что, товарищи, как прокатились? Мы вас чуть... Втроем 48? Ну это отлично. Но мы вас чуть не обогнали. Четвером.
Так что, ну хорошо, хорошо, отлично. Ребята, ну сейчас вот мы будем испытывать лодку, да, вот, то есть, что мы делаем? На один борт становимся вот все, сколько нас? Раз, два, 3, 4, 5 человек, да? Вот на один борт 5 человек. Сколько у нас высота? 10 сантиметров должна быть. Ну как раз. Больше. Еще больше. Сейчас сантиметров 20. До воды? Ну да, у Коли вот поменьше, конечно. Там из-за мотора, наверное. Ну, мы можем же туда пройти немножко, Серега, Да, да. вперед, пройди. Ну что, как там? Шикарно. 5 человек, короче, да? 6 будем брать, нет? Хватит. Не стоит. Ну, то есть, лодка вот спокойно, грузоподъемно, 6 человек, это для испытаний. Мы вам просто показываем. На одном борту стоим 5 человек. Все, ну так она очень устойчивая, да? Так, раз, два, три, 4, 5 человек. Опять едем на том же 18-м Тахатсу. Водомет. Сейчас измерим скорость. Едем 20. Вот, ну. Это мало, Коля, ты сделал? Не успеешь разогнаться. Лодка идет уверенно, вот, ну, тут 5 человек, 23 км в час, ну, это, я думаю, что вообще хороший показатель для 18 водомета. Так что, ребята, вот такие вот дела. Такая вот лодка. Она грузоподъемная, она хорошо идет. На глиссер выходит сразу же. Она длинная и грузоподъемная. Так что, ну а так рекомендуем, конечно, под нее там 30 лошадиных сил. Так что вперед, покупайте себе.
не утопила меня. Ну как вам, ребята? Зина, расскажи, как ты прокатилась? Да, огонь прокатилась. Зине понравилось, мне не очень. Да подожди. Ну что, какие... О, да ты что? Ну это говорит о чем, что даже девушка может управлять, кататься спокойно на лодках водолет. Правильно, Зина? Ну расскажи свои ощущения, свои впечатления, пару слов хотя бы. Как занос шла. Да вообще огонь. Я думаю, что на видео вы все увидите, что это было супер круто. Особенно глаза. Ну, Да. адреналин есть? Колины глаза увидите и все поймете. Кто хочет на парк аттракционов, пожалуйста, поехали. Ага. Ты, короче, уже зовешь, да, всех? Да. Народ? Кто любит экстрим, прошу, пожалуйста. Что пожелаешь девушкам? Девушкам, Да. У которых мужья там рыбаки, там еще там что-то. да, попросить на 8 лучше на Новый год уже скоро. И по льду также, я думаю, что можно будет еще даже быстрее прокатиться. Все, Спасибо. я Да? могу вылезать. Так, ну что, ребята, вот смотрите, вот мы, Серега, Коля, Петро и я, да, 4 человека. Сейчас мы поедем, испытаем еще раз эту лодочку. Вашка 5 метров. Испытаем скорость. Вдвоем и 350 килограммов груза. Куда назад тебе надо? А мне куда дальше? Двигай это. Все. Лодка на крейсер вышла спокойно. Едем 4 человека, вот 9,8. 24 километра в час. Ну все, хватит, можно развернуться. То есть получили, что хотели, скорость. На самом деле очень безопасная. На ней комфортно ехать вообще, но если сравнивать с Казанкой, то есть у нее скорость хорошая, она легкая, сразу же выходит на глиссер. Сейчас мы идем против ветра, такой ветер вообще сильный, и против течения, он 21 идет. Ну что, сколько уехало, столько приехало. Никого не потеряли по дороге. 4 человека, вот шли вы сколько? 24 километра в час. Мотор 9,8, это у нас лодка Вашка 5 метров. Она, на ней комфортно ездить вообще. Ну, вчетвером, не знаю, будет ездить народ или будут. Вот вы испытали, просто 4 человека, она идет очень хорошо. Для двоих это будет просто сказка. Она очень устойчивая, сразу же выходит на глиссер. Нос практически вообще вот при разгоне не поднимает, она идет все время прямо. То есть, ну, показатели у него очень хорошие. Ребята, кто хочет большую безопасность, кто хочет еще больше грузоподъемности, вот, и не такую длину, как 6 метров, ну, вот, пожалуйста, выбирайте. Вашка 5 метров. Она самый оптимальный вариант. И при перевозке, и вы, наверное, уже видели, мы вам показали, как ее таскать. Один человек спокойно может его затащить на берег, также и вытащить с берега. Для прицепа загрузка, для прицепа это будет вообще не проблема, чтобы загрузить его даже одному человеку на прицеп. А вдвоем это будет вообще очень. Ребята, ну что хочу сказать, подвести небольшой итог. Вот сегодня мы протестировали, прокатились на вот это вот у нас Вашка 7 метров. Она экспериментальная, попробуем сделать с тоннелем под водомет. Загрузка у нее была у нас 6 человек, да, 6 или 5. Ходовые качества у Вашки очень хорошие. Она грузоподъемная лодка, легкая. Тем, которые ходят на такие средние расстояния, она очень вам подойдет. Она очень устойчивая. Под водометом идет очень хорошо. На нее можно ставить до 30 лошадиных сил. 30 лошадей водомет, она просто полетит. Следующая лодка это Вашка 5 метров. Характеристики у нее просто чудесные. У нее длина 5 метров, ширина по еще 1 метр. Лодка
очень легкая. Ее легко может один человек затащить на берег, вытащить на берег, погрузить на прицеп. Это вообще не проблема. Лодка очень устойчивая, скоростные показатели у нее хорошие. На винте мы сегодня на нем проехали 28 км в час, поднялись. Или там, нет, 30, наверное, да, было. Лодка не регистрат на 9,8, да, и на 9,9. На 9,9 он вообще пойдет шикарно. Вот эта вот лодка, на ней можно кататься до 20 лошадиных сил на винте. То есть она будет показывать очень просто прекрасные результаты. Итак, и вот это вот наша сегодняшняя лодка, аэролодка. Это длина 4,4, лодка с поддувом, 30 лошадей, маршевый двигатель. На нем сегодня мы тоже покатались. В одного человека мы сегодня подняли там 54 км в час. На самом деле поднимали до 60. Видимо, был такой встречный поток ветра, я не знаю, я уже сейчас не могу сказать, но сегодня он спокойно шел 54 километра, 3 человека с загрузкой, он идет свободно 48 километров в час. Ну, также вы на видео увидите, как он ходит по песку, спокойно можно небольшие участки просто проходить. Для него это не проблема. Лодка тоже легкая, вес у этой лодки 240 килограммов, транспортировать его легко, длина 4,40, ширина 1,80 м. Лодка такая для маленьких рек, для 2 человек с загрузкой. Подойдет очень хорошо. На ней можно передвигаться в любое время года. Что хорошего в поддуве, мы уже говорили, это он может ходить при мокром снеге. Да, мокрый снег это проблема для аэролодок. Скольжения нету, он очень плохо идет. А вот с поддувом он идет просто замечательно. Экономия бензина, высокая скорость и хорошая загрузка. Пожалуйста, ребята, рекомендую, заказывайте, обращайтесь, мы для вас все это сделаем. Дальше будет еще больше видео. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Также мы есть наша группа ВКонтакте. Что, может, тоже начать говорить?